Подписчики уже знают, что со мной происходит. Для тех, кто еще ничего не знает, я переехал из большого города Вроцлава в небольшой городочек в совсем другом районе. Вот, и сейчас нас ждет впереди. Не факт, что буду стримить все 2 часа, может быть часик, может полтора. Посмотрим. Возможно, покажу вам дорогу, польские дороги, автострады, потому что часть дороги будет идти автострадой, часть потом съезжаем с автострады и будут какие-то там проселочные дороги между селами, потом опять автострада и потом уже приедем на место назначения. Вот, поэтому впереди нас ждет почти 2 часа дороги. Город мы уже покинули, выскочили на автостраду. Могу переключить на автостраду, чтобы было видно. Да, кстати, по дороге могут быть перерывы в связи с тем, что и связь может пропадать. Как ни странно, Европа, 21 век, но есть места, где даже на автостраде, где связь, сигнал пропадает и может прерываться стрим, поэтому если вам просто интересно залипать на дорогу, пожалуйста, поддержите, задавайте вопросы, буду рассказывать. Дороги строятся здесь очень активно в Польше, просто масса. В Германии, конечно, еще жестче, там стройка идет постоянно, перестройка этих дорог, а в Польше, тоже очень много достраивается новых скоростных, автострады. Вот. Ям нет, ямы убираются прямо сразу, если появляется. Есть такие специальные дорожные службы, которые ездят, обозначают такими светящимися красками места, потом едет специальная бригада с этой бетономешалкой и начинает просто эти все места закатывать. Поэтому дороги в Польше, конечно, что касается автострад, то тут вообще нареканий нету, вопросов нету. Если же это касается каких-то проселочных дорог, то, естественно, конечно, так себе. Бывают очень такие выбоистые дороги. Вот. Есть еще платные тоже дороги, но там-то вообще, конечно, на платных дорогах идеальный порядок. Если у тиров лопаются какие-то эти колеса, например, то там каждый час, по-моему, проезжает какая-то служба, которая проверяет обочины, и собирает, может не час, может реже, но тем не менее ездят службы и собирают мусор с дороги. Что у меня камера перекручивается, и так хочется вам показать поудобнее дорогу и убегает постоянно. Если звук плохой, напишите, пожалуйста, скажите что-то. Если камеру как-то по-другому может поставить, в смысле телефон, потому что по-другому, тяжело, конечно. Вот очень много грузовиков. Просто поначалу для меня в Польше было очень странно, конечно, видеть такое количество грузовиков на дорогах, потому что Вроцлав, там, где я жил, это связывающий город, автострада, которая идет через всю Украину, через всю Польшу, через всю Германию.
и выходит аж туда, на Люксембург, на Бельгия, Голландия. И поэтому как бы Вроцлав такая получается типа развязочная дорога, и грузовики просто нереальное количество во все стороны разъезжают. Вот мы плюс в Вроцлаве тоже много складов всяких разных. Тоже, наверное, с этим связано. Вот. Ну, то, что я говорю, то, что касается дорог, конечно, очень радует. Если это автострада, то однозначно автострада в идеальном состоянии. Я даже не представляю себе, чтобы вот на этой дороге была какая-то яма. Это прям практически, наверное, вообще невообразимо. Вот. Если сейчас едем буквально за 2 километра, съезжаем с автострады, и там уже, конечно, будет хорошо видно разницу с этой дорогой и проселочной. Вот там, во-первых, и ограничения тоже 40, иногда 50 километров. Здесь сейчас вот у нас разрешенная 120 максимум. Кстати, очень прикольно, вот этот мост, который мы только что проезжали, это специально строят мосты для животных, чтобы они переходили с одной стороны на другую, чтобы не бегали через автостраду, и вдоль всей автострады, если вы видите, может быть, справа немножко, но сейчас, наверное, хуже видно, заборы стоят, потому что здесь очень много, ну, таких типа оленей, кабанов, которые могут выскочить на дорогу, и здесь, чтобы этого избежать, специально строят ограждения, чтобы они не выходили на дорогу. И это спасает им жизнь. И эти мосты, которые над автострадами строят, они специально строятся для того, чтобы этих животных уберечь, и чтобы они переходили по этим мостам. Я первый раз, когда увидел, конечно, обалдел. Ой, очки забыл. Потому что когда я выезжал, светило солнце, а потом резко погода поменялась. Окей. Ну и вот и все, съезжаем с автострады. И через 700 метров начнется село. Обычное польское село. Обычные сельские дороги. И уже здесь ограничение 50 километров. Странно меня как-то повела эта дорога. Я не понимаю, почему она так меня повела. Ну да ладно. Ну и вот она, польская сельская дорога с выбоинами, с ямами. Вся прелесть дорог. Так выглядят польские села. Везде асфальт, везде тротуары, везде фонари. Я, кстати, тоже делал ролик про сельскую Польшу, про деревенскую Польшу, и там тоже показывал, что здесь, ну, надо постараться, чтобы вымазаться. Вот здесь уже как бы тротуар закончился, но при этом дорога все равно продолжается, и посмотрите, какая дорога в селе. Ну, по сути, она не так уж и хуже, чем на автостраде. Именно в этом месте. Вот. Все здесь, конечно, аккуратненькие, ухоженные. Вот, у всех практически свое какое-то хозяйство. Есть, конечно, очень много заброшенных домов, но это больше, наверное, дальше от автострады, дальше от крупных городов. По сути, наверное, как и везде, как и в Беларуси, и в России, в Украине и в других каких-то городах. Вот. Но больше тут все села, вот видите, туи, засаженные туями. То есть здесь прикольно то, что даже получается, когда зима наступает, то настолько много насаждений зеленых всяких хвойных во дворах у людей, что они даже зимой эти дворы выглядят зелено. То есть нет такого пасмурного, угрюмого, угнетающего такого настроения благодаря тому, что... Сорян,
Сорян. Я предупреждал, с интернетом беда. Может быть, может прерывать. Вот. И тут и зимы как таковые, они не такие уж прям и лютые. Здесь зимой минус 17, минус 20. По крайней мере, в том регионе, где я живу сейчас, то, ну, скажем так, 20 это прям очень сильно холодно. Снег, если за зиму 3 раза выпадет, то это хорошо. А так, как правило, тут снега мало, морозов практически не бывает, погода практически всегда теплая, пасмурная, дождливая, возможно. Ну и тоже очень часто бывает так, что меняется в течение дня. Утром просыпаешься, солнце, моросит, вечером снег и мороз. Поэтому погода здесь тоже непредсказуемая. Ну и я считаю, что это, вот. Ну вот сколько уже едем, вот сельская дорога. Ямки еще не было. Да, проблема с интернетом, конечно. Люди заходят, начинают смотреть, интернет проваливается, и все, и зрители уходят, к сожалению. Погодка, конечно, начинает радовать. Целый день пасмурно, точнее полдня было пасмурно. Сейчас смотрю на горизонте, начинает проявляться уже солнышко. Становится более-менее. Либо же это просто такая разница в Вроцлаве и там, куда я еду, просто жесть, а во Вроцлаве лило. Я же пока ехал за машиной во Вроцлав, просто мы офигели с моим товарищем, который меня забирал. Спасибо ему, он меня помог, забрал. Ну, вот. Кстати, меня опять навигатор привел по такой плохой дороге. Я не хотел по ней ехать. В прошлый раз, когда ездил, то ехал большую часть дороги автострадой, чуть-чуть совсем по селам. Вот, а сейчас переключусь вам на себя немножко, поменяем вид. Вот, наверное, сейчас надо будет остановиться, посмотреть. Напишите, пожалуйста, хотя бы кто-то, как по звуку, потому что я вообще не понимаю, никто никаких комментариев не оставляет, только люди лайки ставят, а я не пойму, есть ли звук вообще или нету. Сейчас, наверное, надо будет остановиться, где-то на обочине съехать. Ладно, мое лицо людям не нравится. Переключаем обратно на дорогу. Никто на меня смотреть не хочет. И вот опять следующее село, и ограничение 40 километров. И вот, кстати, смотрите, если вам видно, покрытие дорожное. Закончилась хорошая дорога и началась, как поляки говорят, потатайка. Тарахтелка. Да, по этой дороге, конечно, и телефон держать надо, чтобы не трясся, потому что трясется просто по-сумасшедшему. И вот впереди нас ждет снова выезд на... Нет, это не автострада, это государственная дорога. Сейчас, может, где-то получится притормозить. Но дорога практически все время хорошая, как бы тут жаловаться особо не на что. Вот, окей, есть местечко, сейчас мы запаркуемся.
Блин, не получится здесь. Здесь частный двор. И очень много таких колец разъездных, что очень радует. На больших перекрестках есть где для грузовиков, для маневров очень удобно, потому что когда просто обычный перекресток, то грузовики, я же, так как здесь очень большое количество грузовиков, то, естественно, конечно, им тяжеловато разворачиваться, поворачиваться, а на кольцах это делать намного удобнее. Вот минус, конечно, этих сельских дорог, это то, что ограничения постоянно, иногда даже до 30 км в час нужно сбрасывать, а так в основном это 40, 50, ну и сейчас вот видите 70. Вот 70, конечно, это реже, в основном в самих уже селах, то это 50, 40, даже 60, по-моему, нету, я, если не ошибаюсь. Вот, нам еще чуть больше часа ехать. Вот такие вот дороги. Села, дороги. Ну, бар. Нужно было заехать в бар. О, что мне тосол куда-то делся. Надо будет найти где-то заправку. Странно, что случилось. Недавно вроде ремонтировал, доливал даже тосол. Где-то вытекает, скорее всего. Ладно, надеюсь, дотянем до ближайшей какой-то заправки. Надо будет купить антифриз. Что боюсь, что можем и не доехать. Я говорю, машина 2 года простояла. Неизвестно, что здесь с ней происходило. Может, какие-то патрубки попересыхали. Вот, но здесь, конечно, село за селом идет. То есть одно заканчивается, новое начинается, одно заканчивается, новое начинается. И так по кругу. Привет, привет. Привет, привет, привет. Так. Радомир, привет. Давно не виделись. Так. Окей, продолжаем дальше движение.
Куда едем? Едем домой. Я ездил в старый город, в котором раньше жил, ездил за машиной, вот, забрал машинку и возвращаюсь обратно в свою. Я переехал, я не знаю, если ты следил, не следил, вот. Я уже переехал в другой город, и так как у меня было две машины, то одну я забрал сразу, с ней переехал, а за второй вот сегодня я вернулся и возвращаюсь теперь вот домой. Не следил. Вот я рассказываю, что за это время, когда последний стрим делал, то я переехал после расставания, после этого развода, назовем это так, вот, переехал в другой город, перевез все вещи, снял там квартиру, нашел новую работу. Ну и все. Это была последняя вещь, которую мне осталось забрать с того города, где я прожил 10 лет со своей барышней. Так что такие вот дела. Да, я на дорогу смотрю. И вы тоже смотрите. На дорогу я смотрю. Тем более здесь-то все равно скорость, видели, знак 40 был, поэтому тут особо не погоняешь, и отвлекаться-то особо тоже не на что. Ну да, на то тютю бух, это правда. Такое тоже может быть. Блин, главное дотянуть до заправки. Что за беда с этим тосолом случилась, непонятно. О! По полям. Желтый трактор едет к нам. И главное, зараза, выскочил такой резкий, а по дороге уже едет еле-еле. Сейчас небольшой городик, даже не знаю, ПГТ, наверное, какой-то поселок городского типа будет. Я вот не помню, если здесь заправка. Мне, блин, так тосол нужен, что просто капец. Вот, опять пищит, напоминает о себе этот тосол, блин. Хорошо, хотя бы двигатель не греется. Ехал же всего 120, максимальная разрешенная скорость не превышал. Особо не должен было греться, не знаю, куда этот тосол утекает. У меня, по-моему, с собой нету запасного. Ну, точно нету. Блин. Ладно, сейчас километров через 10-15 будет еще заправка большая. Сколько ехать? Ну, еще около часа осталось ехать. Уже почти час едем, и еще около часа ехать. Ну, в общей сложности где-то это 2 часа, почти 200 километров от меня. Ну, от того города, где я раньше жил. Страна, да, та же, Польша. Страну не менял, поменял только... Здесь, в Польше, область называется воеводство. Вот, потому что здесь у них еще есть воеводы, как по истории, если, может, помните. И, ну и тоже президенты, то есть в каждом воеводстве есть еще столица. И в столице еще есть свой президент. О, заправка. Супер, сейчас мы купим тосол. И зальем.
где-то запарковаться. Все, беру вас с собой. Погнали в магазин, чтобы не прерывать стрим. Возьму вас с собой. И вот, и зальем сейчас тосол, потому что мне нравится, что пищит постоянно. И кошелек забыл. Кошелек не забыл. Сейчас покажу вам заправочку. Покажу вам сейчас заправку, как она выглядит. Вот здесь мы берем тосол, берем самый дешевый, потому что нам другой не нужен. Привет, Филипп. Dzień dobry. Dzień dobry. Paliwo było? Nie było. Na fakturkę to? Paragon i karton. 19,99. O, tu się zmieniło. Pojechałam w niewygodnie, którym nie miała jechać. PIN proszę? Ja chcę Filipa właśnie na zmianie. Filipa na zmianie. Potwierdzenie? Nie, dziękuję. Proszę? Dzięki, do widzenia. Вот. Сейчас зальем тосол. И не можно ехать дальше. Ага, зальем тосол. Не зальем мы тосол. Надо, чтобы машина остыла немножко. Поэтому придется подождать. Придется подождать. Какое-то время, но не страшно. А что не Россия? Не совсем понял, что значит, что не Россия. Я живу в Польше. Вот. А не в России. В России жил когда-то давным-давным-давно. Ну, вообще как жил. Не то чтобы прям жил. Вот. Сейчас посидим, подождем, пускай машинка остынет, добавим тосол. Капец. Так неожиданно неприятно. Вот так выглядит опять моя машина. Забитая вещами. Кстати, наверное, надо открыть капот, чтобы лучше остывало. Я не понимаю, куда девается тосол. Блин, где он вытекает? Зараза такая. Я недавно что-то тут ремонтировал перед переездом. Трубки менял, шлангочки менял. Все равно где-то что-то подтекает. Вот такая у меня стримерская. Сейчас я вас где-то поставлю, чтобы вам было удобней. Микрофончик повешу. А, ладно, даже так. Вот. Камера у меня здесь висит. Тут камера, здесь навигатор, здесь у меня висите вы на этом крепеже для стрима. Вот. Да, покажу вам, как выглядит заправка. Маленькая сельская деревенская заправка. Вот такие цены. Если вам интересно,
Это в злотых, можете перевести на свою валюту. Вышка мобильных операторов. Подозреваю, что там, наверное, несколько мобильных операторов. Вот. Что надо какое-то время подождать. Теперь дорога еще дольше будет из-за того, что надо ждать, пока остынет. Блин, непредвиденная эта остановка, конечно. Куда этот тосол утекает, понятия не имею. Должно было быть, конечно, намного быстрее. Эта поездка. Ключ, где я уже ключ делал? А, вот он. Какая растяпа. VPN отключился. Ну, понятно. Сочувствую вам с вашим VPN. Конечно, потому что здесь прям вообще мы не знаем даже, что такое. Ну, как бы некоторые люди, конечно, пользуются VPN. Вот, но это уже конкретно в каких-то целях. А так чаще нет, чем да. Ой, сори. Чуть не уронил вас. Блин, куда же его повесить, этот микрофон? Так, чтобы он не мешал. Ну, все. Присобачил. Ой, я тоже хочу, чтобы было 100 000 подписчиков, зрителей. Спасибо большое. Спасибо большое, очень приятно, конечно, мне тоже этого хочется, но потихонечку, я думаю, что будет и 100 подписчиков. Хотя, конечно, 100 000 зрителей, чтобы было на стриме, это я даже не знаю. Мне кажется, я даже не знаю таких стримеров, чтобы у них было 100 000 подписчиков одновременно на стриме. Ой, зрителей на стриме. Вот. Мне тут и подписчиков-то тяжело насобирать, не то что зрителей на стриме. Ну ничего, всему свое время, потихонечку. Мы никуда не спешим. Контент делаем не для развлечения, а для себя. Так что, может, поэтому и хуже подписчики идут. Все на стриме, где бухают, это точно. Это точно. Скорее всего, чего людям не хватает, туда люди идут. Я как-то в последнее время тоже на стримы попадаю. Просто какие-то фрики, чокнутые, какие-то странные люди, непонятно чем занимаются, несут какую-то ерунду. И реально сотни людей их смотрят. Вообще, я не понимаю, как это у них работает, откуда, почему люди идут смотреть такие стримы, там, где просто какой-то бухой гон, не знаю, как это работает, что их привлекает. Блин, нам еще час ехать. Капец. А уже час в дороге почти. Донаты кидают алкашам, да, чтобы они дальше бухали. Потому что людям нужно хлеба и зрелищ. Кидают донаты для того, чтобы те дальше продолжали бухать. Такая жизнь. Чего сделаешь? У меня, кстати, тоже в описании есть, есть донат, в описании есть ссылка на донат и ссылка на телеграм-канал, на который тоже можно подписаться, приглашаю вас. Вот, подписывайтесь на телеграм.
Там как бы активность еще небольшая, я просто хочу собрать чуть больше людей, чтобы там какие-то анонсы делать, и чтобы люди просто, даже то, что не будет входить, выходить на ютубе, чтобы просто показывать там какие-то моменты из своей жизни такие. Потому что шорты тоже для этого отдельно снимать особо не хочется. Вот. А в Телеграме вижу, это очень популярная тема, и люди активно этим пользуются. Ну, тем более наш народ, привыкший к Телеграму. Да, ты прав, Борис. Трезвые сидят, стримят и просят на продукты, а им не кидают, пишут «иди работай». А алкаши, мне кажется, они даже не просят, а им просто кидают. Это, наверное, знаешь, мне кажется, больше выглядит как обезьяна какая-то, может, в клетке, которая сидит, просто что-то чудит, и ему кидают, этим обезьянам кидают бананы. А сидит лев, гордый, красивый, какой-то там такой спокойный даже, и там ничего особо не показывает, ну, то ему ничего не кидают. Ну, видишь, они даже не просят, алкаши. Я встречал очень много русских, которые там стримят, украинцев тоже некоторых встречал, сидят, бухают, и, ну, это, конечно, выглядит... Ну, это выглядит мерзко, конечно. Вот эта синька в кадре очень странно. Еще, ой, тоже не хочется обсуждать. Еще бывают такие дамочки крупных размеров, которые сидят, просто жрут на камеру. Это... Привет из Челябинска. Привет Челябинску. Привет. Как вы там после того метеорита? Пережили нормально? Мне кажется, про этот метеорит весь мир говорил, который вас там жахнул несколько лет назад. Подписывайтесь, будем стримить. По желанию начнем бухать, будете кидать донаты, если это так работает. Потому что я не понимаю, как это работает. В 2013 году, блин, ну, да, наверное, это точно так было давно. Время летит просто капец. Казалось бы, что это было не так давно. Надо пойти посмотреть, что там тосол остыл, не остыл. Ехать надо. Сидеть времени нету. Блин, ну что, попробуем сделать фейерверк. Витаю, Акерман, витаю. Рад видеть Украину. Всех рад видеть. Что, я вас переключу сейчас на... Будем смотреть, получится ли у меня фейерверк. Что сол горячий, уровень низкий. Ой, сейчас как жахнет. О, это как шампанское открывать. Все, окей, берем тосол и заливаем. Сейчас я вас где-то поставлю, чтобы вам было удобней. Куда бы вас поставить, чтобы вы не упали? О, все, сейчас зальем тосол и будем ехать дальше. Что случилось? Я переезжаю из одного города в другой. Я живу в Польше. Вот, я переезжаю из большого города, из Вроцлава, в маленький городок, и у меня по дороге куда-то начал деваться тосол. Вот, заехал на заправку, тут в селе в каком-то. Сейчас зальем тосол и будем ехать дальше. Мне еще час пути. Вот, я думаю, что мне тут еще сколько осталось хватит. Если вдруг начнет где-то вытекать, то надо лить хватит, если что. Я, конечно, не планировал. Это такой контент, который был не запланированный.
Все. Можно смело выдвигаться дальше. Надеюсь, нам этого тосола хватит. Вентилятор работает, все работает. Я не знаю, что случилось. Сейчас микрофончик. Куда бы его повесить? Ладно, сейчас. Ничего не грелось, ничего вообще не предвещало беды. Просто запищал компьютер, что у меня заканчивается, что у меня типа низкий уровень антифриза. Сейчас немножко еще попищит, потому что у меня тут лампочки некоторые поперегорали. Но это не критично. Фух, все, можно ехать. Можно ехать, слава богу. Все, ничего не пищит, все работает. Да нет, все нормально. У меня была какая-то беда. Эта машина просто простояла больше 2 лет. Я про нее, ну, скажем так, не то чтобы забыл прям, но вот она больше 2 лет простояла, и я начал активно что-то тут ремонтировать, подделал. И, короче, здесь была беда, что вытекал тосол через какой-то там патрубок. Вот его заменили. Но я говорю, так как машина 2 года простояла, то неизвестно, что поперемерзала, попересыхала. Я подозреваю, что где-то что-то еще, кроме этого, треснуло, лопнуло, и, возможно... Ну, кстати, когда я уровень проверял? Не знаю, 2 недели назад, наверное. Да не, нормально. С уровнем масла в порядке, но он не греется, у меня постоянно на 90 градусах стоит, то есть уровень не повышается, вернее, температура двигателя не повышается, стоит, даже стоит до 90 градусов. Вот единственное, что просто компьютер запрещал о том, что у меня закончился низкий уровень антифриза. Спасибо большое, Акерман, спасибо. Так что, Борис, не переживай, машина завелась, все нормально, пока едем. Вот, еще немножко тосола осталось, если что, буду его доливать потом попозже. Вот, но думаю, что не пригодится. Ну да, надо будет, сейчас приеду, надо будет проверить, ну, я через час доберусь, и надо будет еще проверить уровень масла. Да, я знаю. Я надеюсь, что ничего нигде прокладка не протекает. И да, надо будет открыть крышку на масле и посмотреть, нет ли эмульсии. Потому что если эмульсия есть, то это 100% тосол идет в двигатель. Но очень надеюсь, что этого нету. Но и при этом я же говорю, двигатель не греется. Ну, так что надеюсь, что все обойдется хорошо, и мы доедем. Осталось, я жарю еще буквально почти час, 50 пара минут. Да-да, Борис, вот, я же об этом говорю, надо будет посмотреть эмульсию. Ну, в этот час уже доеду, я думаю, что уже ничего страшного не произойдет. Вот. Ну, спасибо большое, спасибо. Ограничение 70. Сзади меня машина просто бампер в бампер уперлась. И так как будто бы типа давай едь быстрее. Но я-то купился на такую фигню. И это были мусора. Вот этот вот. Ага, вы не видите. Вот этот вот чудик ехал, просто в бампер уперся. Газу до отказу, все передачи сразу. Не, нормально, на 5-й едем потихоньку. Сейчас на 4-й.
Вот. Кстати, прикольно. Населенный пункт, а знак 70. У меня, кстати, дизель же, Audi дизель, и она даже не видит, к сожалению. У меня, у моей бывшей, у нее тоже Audi, и так как она ездит мало и только по городу, то иногда брал у нее, чтобы выехать на автостраду и дать ей копать, типа просто газ в пол, и сзади такое облако черное. Вот, к сожалению, моя Audi так не дымит, и я не могу сделать ему такую дымовую завесу, этому оленю сзади. О, двойная сплошная, пожалуйста. Не такая уж она и сплошная, не такая уж и двойная. О, еще один, пожалуйста. Ну и так вот выглядят дороги между селами и поселом. Не знаю, как вам в ваших городах, странах. Вот. Но меня в Польше, конечно, радует. Езда по дорогам, по таким даже по сельским. Очень приятно, спокойно. Даже ночью, когда едешь, то точно ты уверен, что ты не провалишься где-то в какой-то котлован посреди дороги непонятной. Да, ездят не по правилам, а по дорогам, а потому что дороги есть. Поэтому ездят по дорогам. Хотя не было бы дорог, то тем более бы ездили не по правилам. Ну и зелено. Летом, конечно, весна, осень, красиво очень. Все зеленое, осенью все желто-красное становится. По таким дорогам ездить просто один кайф. Я, конечно, люблю, обожаю ездить по Польше, по селам, по дорогам, очень классно. О, спасибо большое. Только я еще не разобрался в настройках, как делать оповещения о донатах, поэтому прошу прощения, если там что-то было написано, то я, к сожалению, этого не вижу, не могу прочитать, но очень благодарен, если донатик залетел. Это первый, с почином тебя и меня. Что-то я пропустил. Первый был Радомир. Где ты был первый? Что в Астрахани едете? Я прошу прощения, я за рулем, мне немножко неудобно читать в комментарии, поэтому первый, а второй, да. Потому что на дорогу надо смотреть, и на чат надо смотреть, и немножко опасненько. Благо то, что дороги пустые, можно так сказать, практически нету трафика. А, я понял. Лучше те, кто смотрят, занимают первое и второе место. Окей. Кто больше пишет комментариев, тот и вырывается на первое место. О, да, кстати, Борис, класс, идея, точно. Я, кстати, об этом даже не подумал. Если писать крупными буквами, реально мне лучше читать. Вот ты написал просто вообще идеально, прочиталось. Класс, спасибо тебе большое. Говорится, одна голова хорошо, а две и больше это уже Змей Горыныч, да? Ты знаешь? Спасибо, спасибо. Приятно очень.
Да, блин. Я же не прошу о донате. Ну, не за что, ну, извиняться. Ну, не можешь донат отправить, не отправляй. Мне хватает, мне достаточно того, что на стриме, и мне от этого приятно. Для меня скоротать время в дороге, для вас тоже какое-то развлечение. Да я сам не знаю, как это донат работает, поэтому просто знаю, что есть возможность, я его просто в описании ссылку кинул, а там как оно работает, я сам тоже толком-то и не пробовал еще никогда. Я честно скажу, я сам никогда донат никому не отправлял, мне кажется. Я вот что-то не могу припомнить такого. Потому что я вообще как бы очень редко и на стримы к кому-то хожу, поэтому, наверное, еще из-за этого у меня нет опыта. Вот, но дороги, конечно, ровные, прямые. Вот едешь, даже можно руль бросить и все равно прямо едешь. Да, это мы уже с тобой, Борис, обсуждали. Донаты хорошо кидают тем, кто бухает на стриме. Кстати, я же был на заправке. Надо было купить. Ехать, стримить и бухать. Вот это был бы контентище, не? Бухать за рулем и вести стрим. Вообще ништяк. Как тебе идея? Да. Я думаю, такого контента еще... Не, ну нет, наверняка были дебилы, которые такой контент делали, но что-то мне повторять особо не хочется. Здесь очень жестко со штрафами. Здесь в Польше штрафные баллы и сами штрафы, именно финансовая часть, это просто жесть. У меня буквально 2 июня у меня было 15 пунктов, из которых 10 у меня сгорели, потому что, короче, у меня было 2 штрафа на 5 пунктов и на 10 пунктов штрафных. Вот в прошлом году, 2 июня, я получил 10 пунктов, и через год они списываются автоматически. А в этом году, в апреле, по-моему, мне еще 5 пунктов дали штрафа. И теперь они у меня будут только через год сгорят. Надо было в бутылку из-под водки налить и ехать бухать и угорать, якобы пьяный. Да. Только знаешь, какой прикол? Потом тебя остановят и потом доказывают, что ты не олень пьяный, а трезвый. Тут, конечно, лучше не шутить. Вот, у меня сейчас осталось всего лишь 5 пунктов карных, а фишка в том, что права забирают, когда у тебя 24 пункта. И все, и у тебя могут забрать права, ну и все. И ходишь пешочком. А здесь в Польше, ну, очень трудно. Можно, конечно, пешком прожить, но если ты связан с работой, что тебе нужно передвигаться очень много, то это, конечно, очень тяжело. Да, я понял, воду налить в бутылку из-под водки. Я когда-то делал так летом, бутылку из-под кваса, бутылку из-под пива, наливал квас или просто делал там чай такой холодный, замораживал его на ночь. Вот, в течение дня он у меня потихоньку оттаивал, и я попивал себе этот чаек. Ну а в бутылке из-под пива, такая баклажка, типа там 1,5 или 2-литровая. Ну и тоже стоишь на перекрестке, вытаскиваешь эту бутылку с пивом, оно же темное, и начинаешь его пить. Ну и рядом справа, слева на перекрестке люди стоят, смотрят такими ошарашенными глазами. Каждый день за рулем. Я тоже здесь каждый день за рулем, и здесь у многих людей даже по несколько машин в семье, потому что те, которые живут в городе, может быть, не так, а в деревнях очень многие люди
имеют по несколько машин, потому что в деревнях работы нету, и им нужно, там муж работает на одной работе, жена на другой, плюс там дети, которые становятся совершеннолетними, они тоже ездят куда-то на занятия, ну и вот им нужно просто такое количество автомобилей, чтобы просто ездить в тот же самый город куда-то. На бензовозе. Да, мужицкая работа, правда. Работа на бензовозе, на грузовиках, на всяких, это, конечно, уважуха. Я уважаю на дороге как мотоциклистов, так и грузовиков. Потому что знаю, что грузовикам тяжело из-за этих габаритов, из-за этих неудобств в работе, ну, такое себе. Ну и эти мотоциклисты тоже прекрасно понимают, как они. Они тоже чокнутые, психи иногда, но в большинстве случаев стараюсь и уступить, подвинуться, где-то на обочину прижаться. Почему я еду на детском велосипеде? А, по сравнению с твоим бензовозом, это да, что я на детском велосипеде. Это точно. Или на этом, на картинге, на машинке. Да-да-да, я понял, сравнил. Вот, кстати, не знаю, видно, не видно, блин, наверное, не увидели. Здесь по правой стороне огромное озеро, я хочу как-то сюда приехать, найти место на берегу. И это самое, на этой машине, на которой сейчас еду, типа кемпера, вот, и переночевать здесь, на какие-нибудь выходные приехать. Хочу тоже об этом снять ролик, может быть, даже постримить, было бы прикольно. Вообще люблю выезжать на природу где-то. Раньше с палаткой ездили, с бывшей моей женщиной, вот, а сейчас, так как остался сам, то, конечно, палатка такая большая уже не нужна мне одному, мне хватит и в машине переночевать по факту. Спасибо большое. Тебе тоже удачной дороги, ни гвоздя, ни жезла. Береги себя, дорога это ошибок не прощает. Спасибо, что был на стриме, подписывайся. Будем чаще общаться, видеться. Рад был видеть. Подписался, спасибо большое. Удачи тебе. А мы потихоньку въезжаем тоже в закат. У нас без 15:08. $22:45. Ну, в принципе, разница. Сколько? 3 часа получается. И уже темень, наверное. У нас еще часик, наверное, будет светло. Но больше еще, наверное. Ну, хотя с такой погодой, конечно, может и часик будет всего лишь. Вот так у нас, я заметил, вчера даже хорошая была погода, то закат был в 9:30, что ли. Ну, темно, но, естественно, темно, конечно. Без 15:11. У нас без 15:11 тоже уже темень, хоть глаз выколи. Осталось полчасика еще. Чуть больше.
что сегодня умахался. Полдня поработал, потом 3 часа возвращался во Вроцлав со своего колхоза. Теперь опять 2 часа обратно в пути, конечно, тяжеловато. Но радует в Польше, конечно, эти дороги. Польские дороги, конечно, все равно сокращают намного времени. Я помню, даже когда еще в Украине жил, но это было, правда, больше 10 лет назад, это была катастрофа. Езда по этим сельским дорогам, конечно, оставила желать лучшего. Та же самая дорога, которая сейчас, она занимала намного дольше времени. Вот, и мы опять выехали на автостраду. Еще 12 километров автострадой будем ехать. И потом опять... потом немножко по селам и уже будем на месте назначения. Вот, так что вот так вот выглядят автострады. Вот, кстати, этот мост, который Нет, ладно, ошибочка, это для машин. Потому что точно такие же мосты строят для зверей, то, что я рассказывал, чтобы они переходили дорогу. Чтобы не через дорогу переходили, а через мост над дорогой. И, кстати, если видите, вот с правой стороны есть еще такая широкая полоса. Это специально аварийная полоса. Если у тебя что-то вдруг случилось в дороге, вот, ты можешь на ней смело останавливаться. Это называется по-польски аварийный пас специальный. Вот, на нем ты паркуешься и можешь ждать эвакуацию, как это называется, эвакуатор, который за тобой приедет и увезет тебя на СТО. Вот и странно, здесь погода намного лучше, конечно, а во Вроцлаве просто ливень, ливень и ливень. А здесь сухо, и походу даже и капля не упала. Просто сухой асфальт. А 2 часа назад, 1,5 часа назад выезжал из города, то был ливень. Интересно. Расстояние чуть больше 150 километров. А погода просто кардинально меняется. О, людишки стоят на мосту, что-то ручками машут. Велосипедисты. Польша, Польша, дороги, дороги. Вот, сейчас уже подъезжаем к такому более-менее большому городку. Через него будем проезжать, и буквально через километров 30, наверное, мы уже будем дома. Осталось уже немного дотерпеть и доехать до дома. $22:50. 20:50. Ну, час разницы, да. Да, мы как-то уже обсуждали, что у нас разница в час. Московское время, киевское время одинаковое. Разница с Польшей в 1 час. У вас, наверное, там уже тоже, скорее всего, темнеет. А у нас без 10:08. 7:50. Очень темно. Но у нас тоже будет очень темно в это время.
через час тоже, я думаю, что уже будет очень темно. Я же говорю, мне кажется, что у нас темнеет где-то в 9:30, если я не ошибаюсь. Пока еще светло. Вот я и старался так, чтобы доехать до дома, пока еще светло, потому что не хотелось по ночи добираться уже. И так уже замаханный немножко и сегодня. Хочется уже поскорее до дома доехать. Но дорога пустая. Вот мы уже сколько времени едем по автостраде. И транспорта практически нету. А это достаточно оживленная трасса. В это время уже, конечно, движуха намного меньше на дорогах. Дома будет ли стрим? Не знаю, мы уже стримим 1,5 часа. Не знаю, нужно ли дома еще стримить. Может быть, не сегодня. Скорее всего, на выходных. Потому что сегодня уже устал немножко. И дорога, пассажиры, я 2 часа ехал за машиной, больше 2 часов, 3 часа ехал за машиной, теперь 2 часа еду с машиной обратно. Плюс еще на работе был. Людей мало на стриме, поэтому не знаю, есть ли смысл стримить дольше. Когда больше подписчиков, больше зрителей, то можно, конечно, и по 3-4 часа сидеть на стриме. Вот, а так, как бы, зрителей не очень много, поэтому я пока ограничиваюсь короткими стримами. Вот, сегодня исключение, стрим подольше, потому что еду 2 часа в пути, поэтому сейчас 140. Но здесь же ограничения, здесь нету, как в Германии на автострадах, что без ограничения. Здесь, к сожалению, есть ограничения, поэтому нужно соблюдать. Психушку? Почему психушку? Никита, что за странное предположение? «140 на автостраде, это не спешишь, это едешь. Нормальная скорость. Вот. Еще один аэробэк остался по пути. И все. Спасибо большое, Никита. Спасибо большое за хорошую дорогу. Дороги осталось уже не так много, поэтому спасибо. Вот. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Telegram, пожалуйста, ссылка в описании. Вот, будем стримить чаще, будем не только ездить, будем где-то на природу, в смысле не только ездить по дорогам, по польским селам, по автострадам, будем еще где-то выезжать на природу. Буду показывать жизнь в Польше. Да, Радомир, я знаю, что ты подписан. Спасибо большое. Это говорю для тех, которые только заходят и хотят что-то посмотреть новое про Польшу. Потому что не все даже знают, что я в Польше нахожусь. Многие до сих пор думают, что я в России или еще где-то в другом каком-то городе. Вот. Село и в селе светофор. Я сегодня, когда ехал за машиной, на этом светофоре была пробка.
наверное, минут 7 мы стояли. Просто ни аварии, никого, ничего. Ну, просто вот 7 минут мы здесь простояли в этой пробке, потому что этот гребаный светофор в этой деревне, блин, просто как непонятно что. Просто в селе светофор посреди дороги. А вот так выглядят автобусы, которые из моего города ездят в близлежащие деревни. Вот по левой стороне навстречу идет автобус. А, это даже межгородской, из одного городка в другой городок. Да, ну, стараемся, конечно, ездить безаварийно, о чем речь. Стараемся, чтобы аварий не было. Вот, по пути еще снимаю немножко на камеру для ролика. Постараюсь завтра выложить ролик. Надеюсь, получится, если насобирается материала. Потому что планы были одни, но навигатор повел по другой дороге, потому что там была какая-то ремонтная работа, и пришлось объезжать, и не показал самого интересного, но я чуть позже, может, об этом, когда уже до дома доеду, расскажу. Вот, сейчас пока стримчик ведем. Вот, так что такие вот дела. Сколько лет? Мне 46 лет. Какая машина? Audi. Сколько нужно для чего? Сколько стоит? Я не знаю, сколько сейчас стоит. Я ее когда-то покупал за... Сейчас скажу. 4,4. Ну, где-то за... Типа от 4 до 5 тысяч долларов она когда-то стоила. Крупными буквами пишите, пожалуйста. Легче читать. Спасибо, Борис. Но когда ты это писал, наверное, не было еще тех, кому это предназначается. Здесь вообще в Польше машины... Можно купить машину за одну зарплату. Здесь, например, ну, ты можешь смело заработать... Ну, так, чтобы вообще без напряга, скажем так, то можно заработать $1000 в месяц. Понятно, что из этих денег у тебя там пойдет и на питание, на квартиру, например. Но если ты как студент, например, и живешь с родителями, крупными говорю, ну, пускай уже пишет, как пишет. Все равно общаемся. Уже не так важно. Но спасибо, конечно, за поддержку, чтобы писали крупными буквами. Вот. И если ты студент, например, и здесь живешь с родителями, и всю зарплату, которую зарабатываешь,
то ты можешь за одну зарплату купить себе автомобиль, и это абсолютно реально. Я вот себе купил вторую машину специально для работы, такую самую дешевую за $500. Газ, кондиционер, Polo, Volkswagen Polo 99 года. И абсолютно меня устраивает. А мне, ну, скажем так, типа там 2 недели ой, не 2 недели, сколько это? Неделю поработать, даже меньше. Тебе 46, значит мне 56. Ну да, ты же 70-го года, вот у нас 10 лет разница. В деле было 46. Да, Радомир, я помню, ты писал, что тебе 9 лет, но я почему-то до сих пор в это не верю, что тебе 9 лет. Не знаю почему, прости, может быть тебе и правда 9, но уж слишком как будто по-взрослому пишешь. Да, ребенок спать уже 9 часов. Я не знаю, Борис, было у тебя или нет такое в твоем детстве. Спокойной ночи, малыши. Наверное, у всех это было. Это же был Советский Союз, в принципе, у всех это было. И спокойной ночи, малыши как раз, по-моему, и начиналось там около 9 часов вечера, да? И всех загоняли после, или без 15-9. И после этого всех детей, я помню, загоняли спать. Да, было. Это, наверное, по всему Советскому Союзу так было. Ладно, ну, верю. Верю, что 9 лет, ну, что... Не нервничай. Ну, около 9 вечера, да. Мне кажется, что эти «Спокойной ночи, малыши» были, что-то, мне кажется, без 15, 9. И вот что-то у меня так в голове крутится, и в 9 часов, типа, отправляли спать меня, по крайней мере. Молодец, крупными начал писать, умничка. У нас уже тоже начинает темнеть, хотя странно, на камере почему-то, мне кажется, достаточно темнее. Вот я на телефоне смотрю, намного темнее, чем в реальности. Хотя, насколько я знаю, как будто бы на камере должно быть светлее, чем вживую. И «Спокойной ночи, малыши», мне кажется, там же эти были Филя, да, там вот эта собачка, какая-то там попугайчик, котик, я уже не помню, кто там были, поросенок. Они же, если я не ошибаюсь, они до сих пор есть. По крайней мере, ну, в России точно, мне кажется, они еще есть. Потому что в Украине как бы все, что связано было с Советским Союзом, уже давно поотменяли. До сих пор есть, да, Борь? Ну, видишь. Ну, только, конечно, это уже совсем не то, что было в нашем детстве. Все, осталось 10 минут. О, а где ты служил на Украине? В каком городе? Ну да, 88-й, 90-й, это как раз перед самым развалом. У меня брат в это время, как раз во время развала служил в Польше. Союз развалился. И очень многие из Польши не хотели возвращаться. Комбинировали так, чтобы остаться в Польше, убегали из воинских частей. Брат у меня тоже пытался. Вот, он прожил полгода, наверное, у панов разных, ну и в итоге все равно его поймали и вывезли обратно в Украину.
Одесская область. О, Котовск, знаю, конечно. Черное море. Вот, Касторама. Это огромный строительный магазин, супермаркет. И не знаю, что такое РВСН. Что-то радиолокационное, наверное. Ракетные войска стратегического назначения. Ну, да. Практически радиолокационные, но только ракетные. Ракетные войска. Можно, конечно, говорить. Потому что меня точно не смотрят русские политики. Вот. А то, что говорят, ну, а чего хотели? Украину бомбят, Россию бомбят, все друг друга бомбят. К сожалению, война — это не очень хорошо ни для кого. Кроме политиков, которые на этом зарабатывают. А бомбить украинцы теперь будут еще жестче. Помощь из Европы. Я так как я в Европе живу, то я-то знаю, о чем говорю. Помощь идет просто невероятных размеров в Украину. И, соответственно, конечно, Россию будут бомбить еще жестче. Сейчас Украина, это не фейк, это правда. Украина начала производить свои крылатые ракеты. Понятно, что, возможно, там по каким-то чертежам европейским, но производство уже свое. И дроны летают уже дальше, чем хотели бы. Поэтому Дерлибе, что-то по-немецки. Не понимаю. Да, кстати, стрим я начал еще чуть-чуть раньше, чем выехал из самого начала. Я его начал практически уже за городом, поэтому и по времени он будет длиться немножко меньше, чем 2 часа. Хотя, конечно, 2 часа это тоже час 40, это очень много. Вот, а мы уже практически приехали в мой провинциальный городок. Деревушка, колхоз. Это отсылка к моей бывшей. Про колхоз. Хотя, даже если она и смотрит, то она все равно до этого момента не досмотрит. Что, осталось пара минут. И мы дома. Наконец-то этот день уже заканчивается. Дорога уже заканчивается. Здорово, Тата. Это ты в переводчике перевел? Не знаю, я даже перевод не могу понять. Все, мы приехали. Ну, поворачивай уже. Ну, алло, мадам. Встала и стоит, спит. Шлагбаум открывать.
Еще 160 километров. Боже мой, Боря, Боря, держись. Все. Наконец-то добрались. Ой, что-то у меня еще и с гидроусилителем беда какая-то. Рычит, бурчит, как сумасшедший. Ну, да, трасса хорошая. Мне, кстати, тоже повезло. Трасса была хорошая, машин тоже было мало. Если видели, то было очень кайфово ехать. Машин немало. Трасса хорошая, машин немало или машин мало? Ладненько, ребятушки. Спасибо вам большое за то, что были со мной всю эту дорогу. Рад был вас видеть. Машин мало, но это хорошо, что мало. Машин не отвечаю, Радомир. В чем? Все, удачки тебе тоже, Борис. Держись. Ни гвоздя, ни жезла. Хорошей дороги. Вот. А вам всем спасибо большое за то, что были со мной на стриме. Увидимся на следующих стримах, если будет желание. Подписывайтесь на Телеграм, подписывайтесь на канал. Вот. Всем удачи. Пока. Рад был вас